Программа «Новости» с обзором самых заметных событий дня. В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Внимание, пешеход! Правила дорожного движения – это жизнь и здоровье людей. ГИБДД продолжает информационную кампанию среди населения. Жилищный сектор как часть инвестиционной стратегии. Это и будут как и одиночные многоквартирные дома, так и целые жилые комплексы. Динара Мурадова о новых многоэтажках Грозного. Лучшие кольцевые пилоты страны съехались в Грозный. Новая трасса, новый город. Очень интересно посмотреть, что здесь будет нового. Столичный автодром в ожидании чемпионата и Кубка России. У Чеченской Республики появилась уникальная возможность для экономического роста. Об этом говорится в послании главы региона к членам правительства, депутатам парламента и районным властям. Анализируя нынешнюю ситуацию в России и мире, Рамзан Кадыров считает, что Чечня вполне может стать одним из центров по привлечению инвестиций. Подробности инвестстратегии у Таисы Барщиговой. Ежегодное послание главы Чеченской Республики определяет стратегические направления развития региона на ближайшую перспективу. В 2016 году Рамзан Кадыров ставит перед чиновниками одну цель – повысить благосостояние населения республики. Для ее достижения членам правительства и парламента необходимо развивать конкурентоспособное производство, наладить инвестиционный климат и, самое главное, поднять малый и средний бизнес на новый уровень. Сильная экономика – основа для роста благосостояния наших граждан и гарантия национальной безопасности. Оплот сильной экономики – развитый малый и средний бизнес. Задача, которую я ставлю перед правительством Чеченской Республики – это работать так, чтобы ни один инвестор, ни один предприниматель, вложивший хотя бы рубль в создание производства на территории Чеченской Республики, не имел оснований усомниться в правильности своего решения. Работа, направленная на решение этой задачи, ведется уже не первый год. Результаты впечатляют и удивляют весь мир. Несмотря на пережитые трудности, Чечня занимает здесь самые передовые позиции. Все административные барьеры и преграды на пути инвестора сведены к минимуму. Власти выражают готовность оказать помощь и поддержку бизнесу в решении любых проблем. Сельское хозяйство, лелер духендун, лелуаш этхар, дела, лахта махалч песник яр зевуйгад нахер, да, было меткшер нахана. Республика штука хедер коин яд. Шталай улинера да этому цена осталдяш. На осталдяш это коммуникация шелош газ яли хибуру тош. Поскважин махи газ. Тези сёж что мы дарц от финансового положения да кредит тох штица она осталдяш. Стадил дел дох штук. Реализация этого проекта стоила 30 миллионов рублей. Птицефабрика Гучиговых – наглядный пример того, как желание и возможности инвестора благодаря поддержке властей буквально за год могут превратиться в полноценное предприятие с амбициозными планами на будущее. В этом птичнике 30 тысяч несушек. Каждая из них в день дает по одному яйцу. Однако производство уже в скором времени планирует увеличить вдвое за счет открытия нового птичника также на 30 тысяч несушек. А это означает новые рабочие места и налоговые поступления в бюджет республики. Инвестиционная политика региона находится в постоянном движении, достигает все новые уровни. Очередным шагом в развитии этого направления станет открытие нового портала, своеобразного путеводителя для инвестора в его знакомстве с республикой. Наш портал сейчас новый, который мы делаем, у него очень расширенный функционал. Мы постарались отобразить там информацию вся, которая как-то презентовала бы нашу республику. То есть мы там, помимо того, что представляем макроэкономический обзор развития нашей республики, мы представляем общую информацию о регионе. Даже ведем анонс таких наиболее знаменательных событий – культуры, спорта, общественной жизни. Мы на этом портале размещаем информацию, обширную информацию, которая необходима для инвестора. И какие меры господдержки существуют, как можно получить эти меры господдержки. В этом году впервые вводим такие услуги, которых, в принципе, нет у ряда регионов. У нас будет отдельная страничка на Фейсбуке, то есть сейчас большинство людей любят сидеть именно в соцсетях, работать в соцсетях, и могут оставлять свои комментарии, предложения, какие-то заявки, в том числе на Фейсбуке. И у нас будет открыта горячая линия круглосуточного режима для инвесторов. Индикатором правильности выбранного руководством республики курса является тот факт, что количество привлеченных инвестиций в основной капитал региона за 2015 год превысил 60 миллиардов рублей. В 2015 этот показатель составлял 57 миллиардов рублей. И это на фоне экономического кризиса в стране. Таиса Барщиговая, Мансур Сааят, Денис Хамхаров. Новости.
Значительную долю инвестпроекта в республике занимает жилищное строительство. Только в Грозном возводятся многоэтажки стоимостью более 4 миллиардов рублей. Некоторые объекты изучила Динара Мурадова. Строительство многоэтажного дома по улице Нурадилова началось в конце 2014 года. Сейчас рабочие возводят 5-й этаж. Помимо квартир в проект входят торговые помещения и подземный автопаркинг. После 5-6 этажа мы начнем уже кладку. А до этого сейчас у нас будет обратная засыпка. Буквально вот эти дожди нам сейчас мешали. Вот завтра, послезавтра мы уже начинаем засыпать пазухи. Жилой дом у нас 176 квартир. На первом этаже торговые помещения. И подземный паркинг у нас 42 места. Строительство многоэтажки планируют завершить в конце этого года. Но это не единственный инвестиционный проект в жилищной сфере, который реализуют в Грозном в 2016 году. В плане жилищного строительства динамика развития города очень сильная и очень хорошая. В этом году планируют создать около 4 домов, если не возникнет каких-то непредвиденных обстоятельств. У нас планируется к строительству еще 11 инвестиционных проектов на общую сумму около 3 миллиардов рублей. То есть это будут как и одиночные многоквартирные дома, так и целые жилые комплексы. Всего же на стадии реализации в 2016 году находится 6 инвестиционных проектов многоквартирных домов суммарной стоимостью более 4 миллиардов рублей. В основном строительство ведется в Ленинском и Старопромысловском районах столицы. Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в новостройках составит от 35 тысяч рублей. Динара Мурадова, Магомед Мударов, Дени Хавхаров. Новости. Мэрия Грозного выявляет семьи, которые не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Этому предшествовало совещание Рамзана Кадырова с главами муниципалитетов республики, на котором он поручил в кратчайшие сроки составить списки социально незащищенных жителей и подключить их обратно к сети газоснабжения. Отключить бинбол список шахор префектуре, проверку цу проверку цуюк рилнаха, мискнаха, мелбу проверку даюриш бен вайн хубурдас. Охшинха дина дал молахау, полностью гала был багарой, газу отключить бинбол зам проверки на так жигарбехан болхвай дахор. По словам чиновников, по результатам проверки пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные граждане будут включены в списки на предоставление субсидий, что позволит им значительно снизить нагрузку на семейный бюджет. Чеченские аграрии приступили к сбору озимых. В этом году посевы сильно пострадали из-за ливневых дождей, и рассчитывать на высокий урожай не приходится. Тем не менее, в сельхозпредприятиях надеются избежать серьезных убытков. На полях Ачхамартановского района побывала Хава Идиева. После проливных дождей наконец высохла почва и наступило время сбора урожая. Озимая ячмень – самая ранняя зерновая культура. Она созревает в середине июня. На поля выходят комбайны и грузовые машины. Несмотря на зной, работы не прекращаются до наступления темноты. سنتي قحي جنبيتشي خزني خسرنا جو وين بيدي هدولش ناخن بيدي هدولش ده المغلا وخير يا تفي ورجاي ده دلشن وريز خيردو ديكني خيردو ده المغلا. Ахмед Бакаев даже во время поста целые дни проводит на полях. Главное вовремя собрать урожай, пока стоит хорошая погода, считает он. Если в прошлом году посевы страдали от засухи, то в этом ущерб сельскому хозяйству нанесли проливные дожди. Общие потери по республике более 20 тысяч гектаров озимых и яровых культур, говорят в Министерстве сельского хозяйства. В Заканюрте также не обошлось без потерь. В этом году мы рассчитывали собрать около 50-60 центнеров, но со связи с погодными условиями у нас урожайность много упала, мы рассчитываем собрать это 40 центнеров с гектара. Следующий у нас на очереди рапс идет, потом пшеница. Яровые и озимые культуры используются для кормов животным, птицам, а также для перемола муки. Поэтому он имеет постоянный спрос в сельском хозяйстве. Сбор ячменя в Ачхой-Мартановском районе займет всего 2 дня. Несмотря на невысокий урожай, его должно хватить для внутренних нужд республики, считают специалисты.
Хавая Дива, Амина Магомадова, Булат Баканаев. Новости. Внимание, пешеход! Акцию с таким названием организовала автоинспекция республики. Сотрудники подходили к жителям города и рассказывали о правилах дорожного движения. В первую очередь о том, где и как переходить оживленные улицы. Саид Ахмадов подробнее. Правила дорожного движения – это жизнь и здоровье людей. Вот так сегодня на дорогах столицы полиция призывает пешеходов проявлять крайнюю бдительность. Элементарная невнимательность участника дорожного движения может привести к невосполнимой потере. Эти требования связаны с самым главным в человеке – это жизнь и здоровье. Самое важное, держа уразу у пешеходов, снижается внимание к дорожному движению. Поэтому решили выйти, предупредить их. К просьбам сотрудников жители столицы относятся спокойно. По их словам, они уже привыкли к мероприятиям такого рода. В акции ГИБДД приняли участие и самые маленькие пешеходы. После беседы с инспектором они показали, как хорошо знают сигналы светофора. Красный знак «Стоп», зеленый «Давай вес», желтый знак «Приготовиться», до 2. К таким мероприятиям организаторы подходят основательно, учитывают ментальность и традиции. В акции принимают участие и сотрудницы ГИБДД, которые работают с прекрасной половиной, напоминая о правилах и о необходимости бережного отношения к своей жизни. Мероприятие, которое сегодня проводилось с сотрудниками полиции, не случайно названо «Внимание, пешеход». Только в этом году не по вине водителей произошло 25 ДТП. 8 человек погибло, а 21 получили тяжелые травмы. То, что такие мероприятия приносят огромную пользу, сегодня нет никаких сомнений. Так, например, если сравнивать количество ДТП с прошлым годом, то они снизились в разы. Саид Ахмадов, Хаважи Мунаев и Расул Арцукаев. Новости. Более 2000 мешков сахара, риса, а также мяса птицы раздали малоимущим семьям в столице республики. Масштабную благотворительную акцию, приуроченную к священному месяцу Рамадан, провел региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Организация известна своей благотворительной деятельностью в регионе и за ее пределами. Помощь от фонда ежедневно получают тысячи людей по всему миру. И в продолжение темы. Каждый вечер жители республики собираются в мечетях на коллективный ифтар. Благотворительную акцию, как и в прежние годы, организует фонд имени Кадырова. В меню, как правило, мясные блюда, овощи и фрукты. Призыв муадзина собирают верующих на Магриб намаз в центральной мечети сердца Чечни. Коллективная молитва – это возможность встретиться с братьями по вере, укрепить родственные и дружеские связи. После совершения намаза верующие приступают к трапезе. Уже по традиции каждый год в священный месяц Рамадан благотворительную акцию организовывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Тем olsa. Sonunda ugaç o barkal elalı, değeriz koyalı ve başçanı çün nam aymanına bezinde loktundela тер вума гойлы. Множество верующих собрались и в главной мечети Гудульмеса. После вечернего намаза братья по вере вместе садятся за ужин, что способствует укреплению отношений между мусульманами. В меню ужина мясной плов, овощи, холодные напитки и фрукты. نحكي شواحة إشتو جمسير центральный мясо قاعد أخرج ساعدو كيجير خواشي باقي نش مصو أتصاعنا خيط إدق خزغلق دو إس هزنيا سنجوغا بصوب دنيا دزهم هادوز دالا ويا ليرمي رمزان حاجة عالش ويل دال سنساق أوبل دويل دال هرمارنا شقابة داستا وين توفيق لويل. Аналогичная акция прошла и в мечети имени Абдулхамида Кадырова в селении Цинтарой. Особенно рада этому богоугодному делу местная ребятня. Наравне со взрослыми они каждый вечер собираются здесь на вечернюю молитву. По исламу накормить постящегося мусульманина – одно из самых богоугодных деяний. Благотворительная акция «Ифтар», организованная региональным общественным фондом, продлится до конца священного месяца Рамадан. Хавая Дива, Дани Хавхаров. Новости. В Грозном стартовал форум молодых энергетиков. В нем принимают участие 40 делегатов из Китая, Франции, Германии и Белоруссии. Гости уже побывали на энергетических объектах города и познакомились с достопримечательностями. Подробности у Рамзана Керимова.
Визит специалистов в области энергетики из Беларуси, Германии, Китая и Франции начался с посещения мемориального комплекса «Аллея славы» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь они возложили цветы к мемориальной плите и поближе познакомились с жизнью первого президента, после чего отправились в мечеть сердца Чечни. В рамках нашего форума, в котором собрались люди из разных стран, нас пригласили в Чеченскую республику для того, чтобы мы своими глазами увидели, во что она превратилась за последние 10 лет, и мы очень приятно удивлены. Сразу после небольшой экскурсии по достопримечательностям делегация направилась в нефтяной университет. Гостей форума встретили управляющий директор Чеченэнерго, ректор и студенты вуза. Участники конференции смогли лично убедиться в том, что здесь созданы все условия для подготовки высококлассных специалистов. Участникам форума молодые ученые презентовали свои проекты. Идеи чеченских студентов специалисты назвали перспективными и рентабельными. Пилотный проект по геотермальной станции – это действительно уникальная работа для нашей страны. Такие работы, я считаю, должны быть, даже, может быть, в первую очередь не без оглядки на какие-то там экономические обоснованности, но как пилотные проекты, это очень приятно, что это реализовывается именно здесь, именно специалистами профильных вузов. Лаборатории нефтяного университета отвечают самым современным стандартам. Оснащение было получено в дар от Россети. Развитие электросетевого комплекса Чечни в ходе недавнего визита в республику отметил и генеральный директор компании Олег Бударгин. Должен отметить, что впервые в республике создан такой мощный штаб руководителей. Адам Султанович руководит сейчас этим штабом. И это большая ответственность для нас. Всегда в республике отличалась хорошим отношением к энергетике. Но сегодня качество новый уровень. Также гости посетили одну из подстанций Чечни. Экскурсию на территории Чеченэнерго провел управляющий директор компании Русланбек Дакуев. По его словам, комплекс из 82 подстанций обеспечивает потребителям республики надежное и качественное электроснабжение. В завершении встречи участникам форума вручили футболки с логотипом предприятия и изображением главы Чечни. Нам действительно сегодня было все очень интересно. Я думаю, что все участники меня поддержат, все эту поездку запомнят надолго. Далее участников Международного форума по энергетике будут встречать в Санкт-Петербурге, где они продолжат свою работу до 17 июня. Рамзан Керимов, Саид Ахмадов, Адам Дайниев. Новости. Житель Аргуна Мансур Ахьядов неожиданно стал обладателем автомобиля. Кроме этого, скоро он переедет в свой новый дом. Такой подарок молодому человеку сделал Рамзан Кадыров после того, как в социальных сетях узнал о его истории. 12 июня 2012 года жизнь Мансура Ахьядова разделилась на до и после. Молодой человек попал в серьезную аварию, когда ехал на работу. Как следствие, перелом шейного позвонка и множественные травмы. Позади сложная операция по вставлению диска. Теперь парень проходит реабилитацию дома. Около 2 месяцев назад Мансур на своей странице в Инстаграм выложил ролик, в котором он после длительного перерыва пытается сделать несмелые шаги. Видео не оставило равнодушным пользователей соцсети, в том числе и Рамзана Кадырова. Практически сразу от имени главы республики молодому человеку оказали необходимую помощь. Теперь трудности при подъеме на 5-й этаж остались позади. Для Мансура строится большой дом. У молодого человека появился и собственный автомобиль. خزا خاطر دوش دوش بيرو دو حرتي شوازر وختار تلوون ده بحكن شينا سين بحكن بويتي تحت سوال خشو شيني شيرا سونديرز بركل ودر وباتش رمزان احمد وجنا ترغو تيش تسوي تر حاجه نولقن سهولك حاجرنا وسواتشنا ومسير هولك عشويده درس خلطنا أيماننا داشير دلت عليه واشتك دقوق دناخت خلوا الله إن فقار يكنت لازم تشاهد الشرح إديل قيتم خلا رمزان أحمدوش فقار اللين خلوا بالا إديت داش دال سوتشن سوختنا إبالا خلوا دايلا تودينغو توقاشن ينترجلو ديريس خليل цуннан أيماننا. По словам строителей, большая часть работ уже завершена. Им предстоит сдать под ключ новое жилье уже через месяц. До 1 числа Бог добыл, что вы надо, вот тогда бьешь.
Семья Ахьядовых до сих пор не верит своему счастью. Они не находят слов, чтобы выразить безмерную благодарность человеку, который всегда откликается на несчастье людей, не жалея сил и времени. Розана Цамаева, Муслим Типаев, Виджи Малайл Хаджалиев. Новости. Республика готовится к третьему этапу российской серии кольцевых гонок. Спортсмены из разных регионов страны встретятся на автодроме «Крепость Грозная». Пилоты выступят в 4 зачетах. Некоторые из них выйдут на треки на отечественном авто. О подготовке к спортивному событию расскажет мой коллега Хамзат Аюбов. Гоночная трасса и трибуны пока еще пустуют, зато в боксах автодрома работа кипит. За 3 дня до старта в главной роли механики. Пилоты в Грозный еще не прибыли. Механик команды B-Tuning Евгений Амелин. В автоспорте 10 лет. Половина победы зависит именно от его работы. Настраивается машина под каждую трассу по-своему. Тут даже не под пилота, а скорее настраивается под трассу. Где-то поворотов больше правых, где-то левых, и поэтому настройки автомобиля везде разные. Уже готовы выйти на трассу? Нет, мы еще будем настраивать машину. Поэтому приехали гораздо раньше, чтобы протестироваться и понять. Команда B-Tuning из Москвы одна из самых старых в России. На гоночных трассах еще с 98 года. Основной акцент коллектив делает на молодых пилотов. Одному из них только 15 лет. После первых 2 этапов в Смоленске и Нижнем Новгороде команда на лидирующих позициях. С Грозненской трассой она еще не знакома. В России очень много автодромов. В Грозный в этом году у нас первый раз. Мы приехали первый раз, еще даже не видели трассы. У нас достаточно неплохие результаты по предыдущим уже 2 прошедшим этапам, поэтому мы настроены на борьбу, на победу. На 3-м этапе российской серии кольцевых гонок в Грозном примут участие более 50 лучших спортсменов страны, представляющих около 20 регионов. 18 и 19 числа на трассу «Крепость Грозная» выйдут гоночные автомобили в 4 классах. Это «Туринг», «Туринг Лайт», «Национальный» и «Супер Продакшн». Многие из пилотов – это сильнейшие пилоты не только российской серии кольцевых гонок, но и пилоты, известные за рубежом. Поверьте мне, сильнейшие пилоты России, Европы и мира ждут встречи с болельщиками, ждут встречи с поклонниками автомобиля из республики в ближайшие выходные. Крепость Грозная уже принимала чемпионаты России, но в других гоночных дисциплинах. Чемпионат и Кубок страны по кольцевым гонкам станет первым для Грозненского автодрома. Впервые чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам приезжает в столицу Чечни. Подчеркну, что автодром «Крепость Грозная» сразу после завершения строительства попал в календарь российской серии кольцевых гонок. Это свидетельствует о высоком качестве трассы и ее соответствии требованиям Российской автомобильной федерации. В будущем я надеюсь увидеть многих талантливых спортсменов, которые начали свой путь на этом автодроме. Длина одного круга основной трассы более 3 километров, всего 10 поворотов. Изучить трассу и привыкнуть к ней пилоты смогут уже завтра. Перед тренировочными заездами проверяется работа двигателей. Дебютант чемпионата и Кубка России Алексей Шин, пилот команды «Элбит Сестрица», в прошлом этапе выбыл из соревнований из-за поломки. Спортсмену всего 17, но сдаваться парень не собирается. Может быть и юный, но решили мы, что раньше перейдем во взрослый класс, чтобы набраться больше опыта. Машина готова хорошо, остались некоторые доработки под трассу, внутренний настрой отличный. Чемпионат России по кольцевым гонкам в Грозном пройдет в субботу и воскресенье. Вход на соревнования бесплатный. Следующий 4-й этап российской серии пройдет в Сочи. Хамзат Аюбов, Хаважи Мунаев, Ибрагим Налаев. Новости. Руководитель кикбоксерского клуба «Ахмат» Забит Самедов провел очередную тренировку спортсменов. По словам именитого бойца, она станет одним из этапов подготовки к предстоящему турниру по К1, приуроченному к дню рождения первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который пройдет 23 августа в спортхолле «Колизей». Всего в рамках турнира состоится 10 поединков. Некоторые из участников спортивного шоу уже известны. Главный бой намечается мой бой. Соперников сейчас переговоры ведем. Есть несколько бойцов именитых, с которыми мы ведем переговоры. Это румын Каталин Марашану, Эрл Зиммерман, голландец, и большая звезда Мирко Крокоп. Посмотрим, с кем мы будем разговаривать. Сейчас ведет переговоры. А остальным наших бойцов будет участвовать тяжеловесы, также Роман Крикли, Тор Палатаев. У нас также точно будет участвовать Хасан Алиев. Лучший футболист Терека по итогам прошедшего сезона Евгений Городов. К такому мнению пришли болельщики команды.
После каждого тура на официальном сайте клуба проводилось голосование на лучшего игрока матча. По итогам всего сезона лидером по сумме баллов стал голкипер Терека. Евгений Городов 20 раз попадал в топ-3 опроса и чаще всех признавался лучшим. Напомню, грозненский Терек находится в отпуске и 16 июня приступит к первому летнему сбору. В этом межсезонье команда уже успела укрепиться. Клуб заключил 4-летний контракт с Сергеем Брызгаловым, выступавшим с 2011 года за московский «Спартак». Также ранее чеченский клуб подписал нападающего сборной Албании Бекима Балая, участника чемпионата Европы. Новички клуба уже определились с игровыми номерами. Россиянин и албанец будут выступать в премьер-лиге под номерами 3 и 18 соответственно. Таким был этот день. Спасибо, что были с нами. Адек Юэлшу.